С 4 февраля цена на хлеб в Абхазии поднялась на 3 рубля. Так, булка хлеба из пшеничной муки высшего сорта теперь будет стоить 24 рубля. Из муки первого сорта 23 рубля. А булка хлеба из пшеничной муки второго сорта 22 рубля. Максимальные и предельные розничные цены на хлеб установлены Кабинетом министров республики. Новость о повышении цены на хлеб покупатели восприняли по-разному. Одни принимают ее, исходя из роста цен на продукты питания. Другие же говорят, что дороговато. Дороговато, конечно. Что делать? Сколько? 24. Ну, подняли. Что делать? Люди тоже покупают там. Мука же дорогая, тоже дорогое покупают. Поэтому цену хлеба тоже подняли. Что делать? Кушать надо. Хлеб недорого. Остальное все дорого. Для населения, естественно, для пенсионеров, естественно, очень тяжело. Тем более заработок сейчас очень тяжело, зарплата очень низкая, и пенсия, люди жалуются, естественно, тяжело. В Абхазии производятся различные виды хлебобулочных изделий, но самым востребованным считается хлеб из муки первого и второго сортов. Увеличение стоимости на хлеб стало не случайным. Более месяца назад гильдия хлебопекарей Абхазии, куда входят 15 крупных предприятий страны, обратилась в Министерство экономики с просьбой повысить цену на хлеб в связи с повышением стоимости ее компонентов – муки, масла и дрожжей. Основное сырье – это мука высшего сорта. За последние полугодие цена поднялась процентов на 50. В связи с этим мы вынуждены поднять цену на хлеб. Мы запрашивали 26-27 рублей. Правительство пошло навстречу и нам, и заботилось о населении. Нашли золотую середину, подняли цену на хлеб до 24 рублей. Причиной повышения цены на муку в России стал невысокий урожай пшеницы в этом сезоне, вследствие чего повысились цены и на перевозку муки к нам в республику. Кроме того, ценообразование на хлеб зависит и от общезаводских расходов, куда входит стоимость горюче-смазочных материалов, а это уже дополнительные расходы. Печь хлеб себе в убыток пекари не могут. Вот почему они обратились с подобным предложением в правительство. Сегодня мука нам обходится в Республике Абхазия, значит, от 24 до 26 рублей за килограмм. Если мы организовываем свою доставку и так далее и тому подобное, с выгрузкой, вот такая сумма у нас. Чтобы наши граждане это как бы понимали, что это не от нас зависящие факторы. Мы уже работаем примерно полгода на убыток. На убыток почему? Потому что цена, как вы все знаете, на бензин было 32 рубля. Стоимость бензина стала 44, даже 45 местами. Что касается сырья, муки, в частности, основное сырье, которое у нас идет, цена была 20 рублей, сегодня цена муки за килограмм 25-26 рублей. И вот если составить калькуляцию, все затраты на одну булку хлеба, то хлеб становится 20 рублей убыточным. Министерство экономики Абхазии – уполномоченный орган государственного управления в области государственного регулирования цен. Перед тем, как Кабмин принял решение повысить цены на хлеб, Минэкономики республики произвело соответствующий анализ сложившейся ситуации. В результате анализа действительно было выявлено, что закупочная цена на муку за пределами Абхазии более 28%, что само по себе весьма существенно. И помимо этого, также мы наблюдали за это время рост на горюче-смазочные материалы, что также ложится в конечную цену этого продукта. В то же время Министерством экономики были предприняты и другого рода действия, связанные с тем, чтобы не допустить рост цен, по крайней мере, чтобы этот рост был приемлем. И нами был подготовлен проект постановления правительства, согласно которому были существенно увеличены ввозные таможенные пошлины на хлеб не абхазского производства. Пошлина на импортируемые хлебобулочные изделия на территории Абхазии теперь составляет 10% от стоимости товара. Такое решение правительство приняло в целях поддержки местного производителя. Помимо этого, Кабинет министров Абхазии установил предельную оптовую торговую наценку на муку пшеничную, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе в республику в размере 15%. Аля Катрапша, Степан Мартиросян, Аляс Курсая, Анатолий Маланья. Абхазское телевидение.